Бог желает твоего счастья и целеустремленности сегодня, моя дорогая. Хорошие новости и смех поднимут вам настроение. Ваша печаль превратится в радость, когда на ваши молитвы будет получен ответ. Этот месяц принесет перемены, прорывы и даже чудеса. Это ваше время для новых возможностей и новых начинаний. Помните, что Святой Дух пребывает внутри вас, делая вас сильными и сострадательными, как Христос. У вас есть доступ к чудесным благословениям с небес. Иисус говорит нам не беспокоиться, а доверять Ему. Это поможет нам чувствовать себя мужественными и будет вести нас даже во сне. Приготовьтесь к долгожданному чуду, которое принесет вам исцеление и счастье. Несмотря на трудности, с которыми придется столкнуться в 2021 и 2022 годах, Иисус обещает лучший отдых в 2023-2024 году. Он принесет исцеление, благословение и даже значительное финансовое чудо, чтобы изменить ситуацию. Верьте в Его слова, и произойдут невероятные вещи. Вы находитесь на пороге радостного и успешного сезона, наполненного любовью и счастьем. Будьте готовы к сюрпризам и чудесам. Помните, Иисус – утешающий друг, который возвышает и утешает нас. Вы вступаете в то время, когда ваши молитвы будут услышаны и в вашей жизни произойдут чудесные вещи. Ваша жизнь улучшится, и вы почувствуете себя счастливым. Приближается время роста, улучшения всех аспектов вашей жизни, включая финансы, мысли, здоровье и дух. Бог открывает двери, к которым вы так стремились, и следующая неделя будет просто удивительной, ознаменовав начало счастливого сезона. Иисус поможет вам в вопросах здоровья, отношений и финансов. Доверьтесь Ему, чтобы все исправить. Если вы беспокоитесь о деньгах, повторяйте за мной: «Я благодарен за те деньги, которые у меня есть, и я открыт для получения большего. Мои беспокойства исчезнут, когда ко мне придет больше денег». Знайте, что у Бога есть план для вашей жизни, и иногда что-то должно измениться, чтобы Его план исполнился, точно так же, как зима превращается в весну. Верьте, что лучшие дни наступят. Вам уготован период успеха, когда все идеально совмещено. Каждый день приносит новые благословения, поэтому не расстраивайтесь ни одного плохого дня. Вместо этого стремитесь обрести счастье. Молясь, просите у Бога помощи и счастья. Он защитит вас от бед и поможет преодолеть любые проблемы. На горизонте что-то большое, что принесет огромное счастье и облегчит вашу печаль. Бог с вами, готов помочь и гарантировать вашу победу. Давайте выразим благодарность за мудрость и понимание, которые дает нам Бог. Это божественная мудрость, которая отличает нас и позволяет нам думать, как Христос. Мы благодарны за глубокие знания, которыми обладаем. Нам повезло иметь ум Христов. Если вы еще читаете, напишите: «Я люблю Тебя, Боже». Если сегодняшнее послание находит отклик у вас, напишите «Аминь» и поделитесь им с другими. Подпишитесь на канал, чтобы иметь надежду, потому что Бог всегда с вами, обогащая вашу жизнь сегодня, завтра и всякий раз, когда вы с Иисусом.
До скорой встречи! Бог призывает вас быть сильными и решительными в своей работе, где бы вы ни находились. Помните, что ваши благословения исходят от высших сил, поэтому не беспокойтесь о своих способностях. Ваша победа уже гарантирована. Ключ к получению этих благословений лежит в вашей вере. Одолжите мне свое сердце, сдержите мои обещания и ежедневно практикуйте благодарность за то, что у вас есть. Относись к другим с добротой, ищи меня и поклоняйся в присутствии своих товарищей. Оставайтесь стойкими в вашей нынешней ситуации, зная, что именно туда я вас поместил. Просите с непоколебимой верой, и я дам вам обильные и чудесные благословения. Даже если вам это кажется невозможным, чудо, которого вы ищете, сбудется. Я ваш источник жизни и могу восстановить ваше здоровье. Услышьте мой голос, и небесные благословения обильно потекут к вам. Я могу помочь вам с обеспечением и трудоустройством в неожиданных местах. Я могу изменить восприятие тех, кто сомневался в тебе, преобразовав их сердце и мышление. Ничто не находится за пределами моей досягаемости, могучий Боже. Вы должны встать и ходить в вере, если действительно хотите верить в меня. Больше не время играть. Поделитесь этим откровением со своей семьей и призовите их искать то, что вы нашли во мне. После молитвы поделитесь этим посланием с 5 людьми, чтобы помочь вам достичь других. Отправьте его 5 друзьям в WhatsApp и сохраните эту цепочку непрерывной. Я верю в тебя, в твою силу и в твой потенциал повлиять на мир. Если ваша вера непоколебима, напишите и поделитесь Божьей молитвой и читайте Его Слово всем своим сердцем. Иногда люди оскорбляли тебя, называя бездарным и без будущего. Они пытались принизить тебя, заявляя, что тебе нет места в этом мире. Но какой сюрприз их ждет? Этот мир был создан с мыслью о вас. У вас есть мое благословение и власть. Ключи веры находятся в вашем распоряжении, открывая доступ в мое небесное царство. Ваша судьба – процветать и парить, как величественный орел. Держитесь на расстоянии от тех, кто мало верит и отвергает дары, которые я вам дал. Вы не одиноки. Я окружил тебя духовными благословениями, и ты сидишь рядом со мной в сфере божественного. Я украсил тебя своей мантией святости. Даже враг признает вашу силу и боится вашего присутствия. Вы созданы для успеха, и вы здесь, чтобы служить мне, приносить плоды и свидетельствовать о благословениях своей семьи. В хорошие и плохие времена доверься мне и прислушайся к моему голосу. Я существую для вашего благополучия и процветания. Мы глубоко связаны, и вы можете почувствовать сверхъестественную божественную трансформацию внутри себя. Ваши глаза открываются для ранее неизвестных обещаний, и на вашем пути происходят позитивные изменения. Приближается день, когда произойдет чудо, которого вы так ждали. Примите радость, ведь впереди еще больше красоты. Скажите: «Я люблю Тебя, Господь», чтобы привлечь благословение. Пусть вечное присутствие Бога сопровождает вас,
вовлекая вашу жизнь в благословение сегодня, завтра и в каждый момент вы находите утешение в объятиях Господа Иисуса. Ожидая следующего видео, подумайте о случаях, когда вы преодолели трудности и вышли победителями. Эти моменты сияют как знаки достижения, символизируя безграничный потенциал внутри вас и благодать, которую я дарую вашей жизни. Рассматривайте свои нынешние обстоятельства не как ограничительные определения, а как источники вдохновения. Они призывают вас искать инновационные решения, взращивать в вас творческую искру и упорствовать с непоколебимой решимостью, подкрепленной вашей глубоко укоренившейся верой. Аминь. Во времена, когда разочарование угрожает затмить ваше видение, положитесь на руководство Бога, вездесущий маяк мудрости. Найдите утешение и силу через молитву и размышление над Его священными учениями. Всегда помните, что я ваш постоянный спутник, всегда внимательный к вашим молитвам и дающий слова ободрения. Я усердно прокладываю пути, ведущие к процветанию, и каждое испытание служит ступенькой в сложном замысле вашей жизни. Даже в моменты, когда путь кажется неясным, доверься сложной мудрости моего божественного плана. Оно превосходит человеческое понимание, охватывая глубину и широту, выходящую далеко за пределы вашего ограниченного кругозора. Смело делитесь своим утверждением: «Бог со мной в каждое мгновение моей жизни». Будьте уверены, я знаю, что идеально для вас. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, предоставляет возможность для личностного роста и внутренней силы. Рассматривайте каждое испытание как приглашение к преодолению и с непоколебимой решимостью двигаться вперед к будущему, богатому процветанию. Не поддавайтесь неблагоприятным обстоятельствам, поскольку я даю вам силу, необходимую для их преодоления. В моменты тьмы помните о свете, который появился в конце предыдущих туннелей, как свидетельство вашей способности к сопротивлению и победе. Развивайте непоколебимое доверие ко мне, вашему вечному источнику поддержки. Заявите с убежденностью: «Я верю». Укрепляя свою связь с моим постоянным присутствием, поймите, что внутри вас таится сила противостоять вызовам и побеждать. Ваша вера – это катализатор, который поможет вам пережить неспокойные времена. Позвольте своей интуиции вести вас, поскольку часто именно благодаря этому внутреннему голосу я даю руководство, когда сомнения омрачают ваш путь. Подтвердите свою веру. Слава Богу за все, что Он сделал в моей жизни. Сохраняйте высокое видение, основанное на вечных ценностях, которые служат компасом на вашем жизненном пути. Несмотря на временные неудачи, сосредоточьте свой взгляд на великой цели, которая ведет вас вперед. Помните, что вас любят безоговорочно, с какими бы трудностями вы ни столкнулись. Именно эта непоколебимая любовь дает вам силы, необходимые для решения жизненных проблем. Пусть эта любовь станет вашим путеводным светом. Провозгласите «Аминь» и поверьте, что присутствие Бога непоколебимо даже в самые трудные минуты. Завершая свое послание, я призываю вас никогда не поддаваться отчаянию, даже в моменты нерешительности. Когда твоя решимость поколеблется, призови меня, и я наполню тебя новой энергией и силой. Я твердо рядом с вами,
предлагая свою непоколебимую поддержку на каждом повороте вашего пути. Помни, мое дорогое дитя, твоя сила превосходит твое восприятие. Заявите с уверенностью: «Я больше, чем победитель». Вам суждена победа. В минуты борьбы помните, что я Бог невозможного. Я катализатор, который превращает запустение в изобилие, боль в радость и смерть в жизнь. У меня есть сила изменить вашу историю, наполнив ее процветанием и изобилием. Приближается эпоха изобилия, когда вы стоите на своем, не поступаясь своим достоинством. Для некоторых из вас на горизонте не за горами прорывной сезон. Если вы непоколебимо верите в свой потенциал, напишите в комментариях свое утверждение: «Я больше, чем победитель». Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не утомятся, пойдут и не утомятся. Утешающий голос Бога достигает вас, признавая тяжесть ваших забот и борьбы, сопровождавшей ваши ночи. Я созвучен тревогам, запечатлевшимся в вашем сердце, насущным проблемам счетов, здоровья, ваших детей и неизвестности, окружающей ваше будущее. Знайте, что я рядом с вами и готов сказать слова утешения и поддержки. Не поддавайтесь тискам беспокойства и беспокойства. Вместо этого доверьте их мне, потому что я ваш стойкий и преданный Отец, посвятивший себя удовлетворению каждой вашей нужды. Бремя, которое давит на вас, не превышает моих возможностей, ибо я тот, кто несет бремя мира. Ожидайте необычайного сюрприза, божественного вмешательства, которое в мгновение окукрасит вашу жизнь. На горизонте уже виднеется значительная сумма денег, готовая прийти к вам. Это изобилие избавит вас от финансовых забот, предоставив вам возможность оплатить счета и долги. Кроме того, эти новые функции дадут вам возможность подарить своим детям что-то действительно особенное как символ вашей непоколебимой веры. Напишите 11 часов 11 минут и откройте свое сердце, чтобы получить это благословение. Будьте уверены, я остро осознаю ваши финансовые потребности и полностью осознаю каждый нюанс ваших опасений. Я готов проявить свою доброту и проведение замечательным и необыкновенным образом в вашей жизни. Будьте готовы стать свидетелем беспрецедентной волны ресурсов, поступающей из неожиданных источников, готовых произвести революцию в вашем финансовом ландшафте. Пусть обещание этих благословений затмит ваше отчаяние, поскольку я главный организатор преобразований и финансового облегчения. Утешайтесь тем фактом, что я твердо контролирую ситуацию, вооружен силой изменить вашу реальность и обеспечить непредвиденную финансовую помощь. Эта неожиданная выгода позволит вам выполнить свои финансовые обязательства и проложит путь к восстановлению финансовой свободы. Более того, мое щедрое сердце готово излить благословение на ваших детей через вас. Его дополнительные функции позволят вам создавать уникальные и значимые впечатления для ваших детей, внося радость и счастье в их жизнь. Ваши стремления и мечты о своих детях найдут исполнение, превосходящее ваше воображение. Примите эти утверждения веры вместе со мной. Бог поддерживает меня. Повтори эту молитву со мной, дорогой, любящий Бог. Сегодня я подхожу к вам с сердцем,
полным благодарности и переполняющими эмоциями. Я выражаю свою глубочайшую благодарность из глубины своего существа за множество финансовых средств, которыми вы одарили мою семью. Небесный Отец, Ты наш неизменный кормилец, удовлетворяющий наши нужды среди непредсказуемых приливов и отливов жизни. Ваша непоколебимая верность освещает наш путь сквозь финансовые штормы, и сегодня я выражаю искреннюю благодарность за все, что вы нам предложили. Я благодарен за благословения, которые позволили нам оплатить наши счета, удовлетворить наши основные потребности и обеспечить кров над головой. Его обильная благодать привнесла в нашу жизнь неожиданные ресурсы, появившиеся непредвиденными путями. Эта щедрость удивила нас и согрела наше сердце, закрепив эту глубокую связь с вами. Пишите 15 часов 15 минут. Давайте поразмышляем над словами Филиппийцам 4 часа 19 минут. «И Бог мой восполнит все нужды ваши по богатству славы Своей во Христе Иисусе». В этом стихе суммировано Его непоколебимое обещание божественного обеспечения, выходящее далеко за рамки основных потребностей. Его доброжелательность охватывает всю нашу жизнь, затрагивая каждую грань своими безграничными благословениями. В мире, где тревога часто сопровождает материальные потребности, священные писания служат маяком надежды, излучая уверенность в том, что я служу Богу, способному удовлетворить все наши потребности. Вы контролируете богатство и обеспечение, и ничто не ускользает от вашего контроля. Ты – обильный Бог, таящий в себе неисчерпаемые богатства, далеко превосходящие человеческое понимание. Наше существование не должно быть омрачено нуждами или тревогами, поскольку вы – источник изобилия, а процветание – ваша природа. Его божественное обеспечение выходит за пределы земных ресурсов, выходя за пределы этого мира. Оно пребывает в богатстве Его славы, раскрываясь, как полотно благословений во Христе Иисусе. Имея Христа в качестве нашего канала, мы имеем неограниченный доступ к Его неограниченному снабжению. Это обещание не ограничивается только базовыми принципами, оно распространяется на все сферы нашей жизни, охватывая все, чем мы являемся, и все, что нам нужно. Размышляя, я выражаю свою благодарность Тебе, о Боже. Ты Создатель Вселенной, организатор самого моего существования. Я благодарен за свою семью, за тот прочный фундамент, который меня окружает. Они источают любовь и поддержку, и мне повезло, что я разделял смех, теплые объятия и искал утешения в их утешающем присутствии. Их непоколебимая поддержка служит постоянным напоминанием об их безусловной любви. С благодарностью я признаю уроки, которые преподнесла мне жизнь. Каждая проблема и препятствие превратились в возможность для роста, еще больше укрепляя мою веру в вас. Ваше руководство остается моим постоянным маяком на бурных перекрестках жизни, направляя меня к истине и пониманию. Мое сердце переполняется благодарностью за друзей, которых вы взяли с собой в мое путешествие. Эти драгоценные души освещают мой путь, обеспечивая общение, поддержку и общий смех. В каждом друге я вижу отражение вашей безграничной любви и вашего непоколебимого товарищества. Господи милостивый, выражаю глубочайшую благодарность за Твое прощение.
Я осознаю свои недостатки и ошибки, которые я совершил. Однако ваша милость и любовь предоставили мне шанс на искупление и обновление внутри вас. Ваша способность прощать и восстанавливать вселяет надежду в мою жизнь, уверяя меня, что новое начало всегда возможно. Моя благодарность распространяется и на те возможности, которые вы мне предоставили. Я благодарен за достижения, большие и маленькие, которые украсили мой путь. Я признаю, что все, что у меня есть, является прямым результатом вашей доброжелательности. Признавая эту истину, я смиренно и искренне оказываю вам честь. Благодарю Тебя, Бог утешения. В минуты одиночества и печали Ты оставался рядом со мной. Твои объятия были моим убежищем среди эмоциональных бурь, и Твое присутствие осушило мои слезы. Ваше постоянное утешение наполнило меня силой продолжать. Мое сердце полно признательности за впечатляющую красоту природы, которая меня окружает. Я благодарю вас за захватывающий дух рассветы и закаты, которые пробуждают во мне трепет. Я узнаю горы, реки и океаны, которые свидетельствуют о Твоем великолепии, демонстрируя Твою безграничную силу и величие. Боже любви, я благодарю за дар веры. Благодаря Твоей безграничной любви я познал глубину Твоей безусловной привязанности. Ты моя непоколебимая скала, постоянное присутствие, которому я всегда могу доверять. Твоя любовь преображает мою жизнь, наполняя мое сердце глубокой благодарностью. Резонансом этой сердечной молитвы я стремлюсь воплотить вашу доброту и любовь, делясь ею с окружающим миром. Давайте вместе праздновать ваши безграничные благословения и ценить ваше постоянное присутствие. Аминь. Если вы нашли это послание воодушевляющим и изменяющим вашу жизнь, выразите свое подтверждение, написав: «Я люблю Тебя, Господь». Если вы нашли утешение в Слове Божьем, которым вы сегодня поделились, отметьте свое присутствие «Аминь» в комментариях. Подумайте о том, чтобы расширить охват этого послания, поделившись им, что вызовет позитив и перемены в жизни других людей. Не забудьте подписаться на канал, гарантируя вечную связь с верой. Пусть постоянное присутствие Бога сопровождает вас в вашем путешествии каждый день, как сейчас, так и в будущем. До следующего видео. Пусть мир Господа Иисуса окутает вас, питая чувство спокойствия и надежды в вашем сердце. Возлюбленные, услышьте слова ангелов, нашептанные вам сегодня. Прямо сейчас в вашей жизни открывается важная дверь. Однако по мере вашего продвижения вперед я призываю вас принять смирение. Пусть гордыня никогда не найдет в вас точки опоры, ибо она может затмить свет предстоящего пути. Найдите силу в священных словах, вытекающих из моего божественного слова. Спасибо. Я приглашаю вас каждое утро открывать свое сердце, настраивая свои уши на получение моих посланий. Вспомни искреннюю молитву, которую ты произнес, стоя на коленях на полу, несет огромную силу. В те моменты, когда кажется, что вы достигли дна, поймите, что на самом деле вы тянетесь к небу. Ваша решительность и прекрасный настрой не остаются незамеченными. Моя рука всегда на тебе, лаская тебя нежным прикосновением любви.
Все Царство Небесное поддерживает ваши искренние молитвы. Продолжая сегодня свое путешествие, знайте, что мои ангелы сопровождают вас, а моя любовь предлагает непоколебимый щит. Сохраняйте свою веру и доверие ко мне, поскольку я безмерно дорожу вами. Помните эту истину, я даровал вам смелость и достоинство. Откажитесь признать поражение или испугайтесь лица зла. В это непредвиденное время я обращаюсь непосредственно к вам и уверяю вас, что даже когда вы думали, что все потеряно, я здесь, чтобы восстановить ваше мужество. Я здесь, чтобы поднять ваши руки, вселить в вас надежду и направить ваши шаги. Оставайтесь сильными в борьбе с одиночеством, отважно сражаясь, чтобы вырваться из его лап. Ее слезы текли, стирая со временем причины, стоящие за ними. Теперь я здесь, чтобы исцелить тебя. Признайте свою потребность в помощи, признав, что только я обладаю безграничной любовью и преданностью, необходимыми для исцеления ран, которые живут внутри вас. Перестаньте гоняться за 3-9 земель, убегая от ложных обвинений. Решение, которое вы ищете, находится не в словах, а в целенаправленных действиях. Пришло время противостоять вашим противникам, противостоять им непоколебимо. Примите это мощное обещание, которое я вам даю. Это глубоко резонирует внутри вас, потому что вы знаете, кто я. Ты уже понимаешь, что я заплатил за твои ошибки, что я пожертвовал своей жизнью на кресте, чтобы рассеять тьму и привести твой дух к свету. На 3-й день я воскрес с торжествующим голосом, разорвав цепи смерти. Чистая, вечная, яркая жизнь – это благословение, которое я хочу передать вам сегодня. Признайте свою потребность в помощи, потому что в этом мире только у меня есть любовь и преданность, необходимые для залечивания ран, которые вас мучают. Нет нужды бродить повсюду в поисках лекарства, ибо оно внутри меня. Пришло время встретиться лицом к лицу со своими врагами здесь и сейчас. Примите это обещание всем сердцем и твердо держитесь его. Ты знаешь меня близко и понял глубину моей любви и жертвенности ради тебя. Встань, мой чемпион, с венцом жизни, возложенным на твое чело. Вы не одиноки в этой битве, я с тобой. Разделение, преследующее ваш дом, исчезнет и будет заменено правлением моего Святого Духа. Новые двери откроются и откроют новые возможности. Я подниму вас на духовный уровень, где сможет торжествовать только чистое и смиренное сердце. Высокомерные и лицемерные взгляды не приветствуются в сверхъестественной сфере. Страх больше не будет властвовать над вами, и вы не будете терпеть насмешки и оскорбления со стороны тех, кто смотрит на вас свысока. Мое присутствие окружает тебя, и моя любовь укрепляет тебя. Не бойтесь, ибо вы больше не будете порабощены. Я подниму тебя на достойное и почетное место, потому что я твой защитник. Но знай, что твоя сила исходит из источника, более глубокого, чем твое собственное существо, и укоренена во мне. Принимая участие в этой битве, вы признаете свою ценность и ценность как моего любимого ребенка. Теперь заявите о своей преданности цифрой 2,22.
Оставайся рядом со мной такой, какая ты есть, признавай свои недостатки и выражай мне свои чувства. Это подходящий момент для вас, чтобы задаться вопросом и выявить свои сомнения. Я подарю тебе веру и уверенность, которых ты еще не испытывал. Никто не устоит перед тобой, ведь я твоя крепость. Я предлагаю свою непоколебимую поддержку, наделяя вас всей своей силой. Ни один претендент не сможет бросить вызов вашему пути. Если вы слушаете это послание, запечатлейте эти слова в своей душе, выучите их и напишите их. Когда вы чувствуете себя потерянным, помните, что вы еще не достигли конечного пункта назначения. Даже перед лицом неудачи помни, что я здесь, чтобы поддержать тебя. Ибо я знаю, что ты серьезно отнесешься к моему желанию помочь тебе, не будешь играть моей любовью и злоупотреблять моей добротой. Вы не должны быть тщеславными или смотреть на других свысока. Каждому человеку, которого вы встретите, будут относиться с уважением. Ложь не сойдет с твоих уст, ваша речь будет источником подъема и исцеления. Ваш взгляд будет источать любовь и терпение, а ваше общение с семьей будет наполнено добротой. Внутри вас произойдет трансформация, чудо характера и отношения. Твоя жизнь больше не будет нести бремя пустоты, ибо моя слава окружает тебя. Этот комфорт и мудрость поддержат вас во времена испытаний. Ваши слова и фразы поднимут настроение и исцелят окружающих. Ваше поведение будет излучать любовь и терпение, создавая атмосферу единства. С каждым вашим шагом вы будете воплощать трансформацию, которую моя любовь пробудила внутри вас. Эта трансформация – ваше подлинное чудо, которое расцветает в вашей душе. Откройте свое сердце чудесам, которые я совершаю не для того, чтобы произвести впечатление, а с целью преобразить многих. Многие могут провозглашать чудеса, но настоящие чудеса приносят трансформацию, а не замешательство или негодование. Пусты жизни и слова тех, кому недостает любви, кто отказывается знать меня как источник подлинных чудес. Но не бойся, потому что я здесь и бесчисленными способами раскрываю свою любовь к тебе. Позвольте мне усовершенствовать ваши чувства, открыть глаза на красоту, которая вас окружает, видимую и невидимую. Позвольте мне вновь познакомить вас с чувством вечной любви, которая вас окружает. Эта любовь превосходит естественное, затрагивая самые глубокие уголки вашего существа. Это любовь, не поддающаяся описанию и эмоциям, которую вы узнаете и примете. Поймите это, я не просто сажаю внутри вас семена чудес, я преображаю вас, взращивая в вашем духе плоды любви, благодати и веры. Ты больше не будешь бесплодным деревом, а будешь полным плодов. Вы не только будете существовать, но и расцветете ароматом целей и смысла. Ты будешь не рекой без воды, а источником жизни. Ваша неуверенность и двуличность будут заменены ясностью и подлинностью. Мои ошибки будут омрачены моей милостью. Позвольте мне вдохнуть в вас новую жизнь, пока нежные ветры трансформации проносятся через вашу душу. Ты больше не будешь скован страхом и сомнением, ибо сможешь свободно стоять на фундаменте моей любви. В вашей трансформации другие найдут вдохновение.
Ваши слова будут нести силу исцеления и восстановления. Ваши действия продемонстрируют безграничное сострадание и благодать. Ты — сосуд моей любви, живое свидетельство чудес, которые я дарую тем, кто открывает мне свои сердца. Я здесь, чтобы не просто произвести на вас впечатление, но и преобразить вас. Я здесь, чтобы облегчить твои страдания, вселить в тебя уверенность в своей любви. Я здесь, чтобы заменить ваши страдания покоем, вашу пустоту целью и ваше отчаяние надеждой. Когда вы просыпаетесь каждое утро, мир обнаруживает, что вы уже не тот человек. Это сила моей преобразующей любви, и она никуда не денется. Испытайте эту эмоцию, ибо она называется божественной любовью. Вечный и исцеляющий, позвольте ему наполнить ваше сердце, окутывая вас своими нежными объятиями. Пусть оно проникнет в вашу душу, наполняя вас радостью и жизнью. Знай, что тебя любят безмерно. Эта любовь будет расти внутри вас, преобразуя само ваше существо. Пусть ты поймешь, что ты мой возлюбленный, и что тебя ценят сверх меры, и ты не можешь игнорировать это. Я возьму тебя за руку и с глубокой нежностью поцелую твой лоб. Когда вы испытаете эту любовь, вы познаете ее, почувствуете ее и будете глубоко тронуты ею. Это священная эмоция, любовь, рассеивающая тревоги, любовь, которая исцеляет. Когда вы найдете эту любовь, ваши заботы исчезнут. Вы погрузитесь в прекрасные и чудесные эмоции, вечные, святые и исцеляющие. Войдя на следующий день, вы обнаружите, что изменились навсегда. Эта любовь не оставит тебя, а останется постоянным присутствием в вашей жизни. Примите ее полностью, потому что это сверхъестественная любовь, которая приносит исцеление, трансформацию и нерушимую связь между нами. Позвольте мне развеять ваши нынешние тревоги и заменить их любовью, которую невозможно понять. Ваше сердце будет наполнено этой любовью, и она будет излучаться от вас, затрагивая жизни окружающих вас людей. Эта любовь будет сопровождать вас на каждом этапе пути, постоянное напоминание о том, что вы никогда не одиноки. Ты глубоко любим, и я всегда с тобой. Перед лицом трудностей и испытаний помните об этой любви. Позвольте ему направлять вас, укреплять и придавать вам силы. Имея эту любовь в качестве своей основы, вы сможете смело и с надеждой противостоять любым препятствиям. Доверьтесь преобразующей силе этой любви, поскольку она определит ваше путешествие и наполнит вашу жизнь безмерными благословениями. Пусть эта любовь станет вашим якорем, источником радости и поводом для надежды. Эта любовь, превосходящая всякое понимание, вечная и неизменная любовь. Знай, что я здесь, изливаю эту любовь в твое сердце, и она навсегда станет частью тебя. Примите его, берегите его и позвольте ему вести вас на вашем пути. В объятиях этой божественной любви вы обретете силы для преодоления трудностей, смелость для настойчивости и мудрость, чтобы ориентироваться в перипетиях жизни. Вы не одиноки в этом путешествии, моя любовь окружает тебя всегда. Так что двигайтесь вперед с уверенностью, ведь вы желанны, любимы и никогда не одиноки. Любовь, о которой я говорю, это Божье послание надежды и обещаний, текущее к вам,
река заверений и благословений. Божье желание наполнить ваше сердце надеждой, окутать вас теплом своих обещаний для вашего будущего. Уверенно утверждайте, что вы будете сиять, как сияющая звезда, освещая жизнь окружающих. Его слово несет гарантию восстановления вашего здоровья, отношений и финансов. Трансформация идет полным ходом, и по мере того, как разворачивается эта неделя, ожидайте начала улучшений во всех уголках вашей жизни. Небесная рука Бога готова организовать замечательные изменения в вашем путешествии. Но священный танец требует вашего признания. Признайте его своим королем и примите его личность как своего любимого сына. Вы принадлежите к благородному роду, и какие бы испытания ни преподнесли вам эти выходные, помните, что Бог обладает неограниченной силой преодолевать любые обстоятельства. Доверьтесь не только своим способностям, но и бесконечной силе Создателя. Когда тяжесть мира угрожает сокрушить вас, отдайте свои заботы, сомнения и страхи в надежные руки Бога. Поверьте, что Он нежно убаюкивает вас, ибо Его силы более чем достаточно, чтобы нести ваше бремя. Через сдачу вы перейдете от простого арендатора к владельцу дома божественного благословения, от служащего к работодателю вашей судьбы, от должника к кредитору надежды, от боли к цели и от безвестности к известности. Примите обещание, что эти выходные предвещают волну доброты, волну благословений в форме роста, новых возможностей, продуктивности, позитива, исцеления и благосклонности. Ожидайте, что восстановление соткает ваш гобелен, поскольку на горизонте вашей жизни разворачиваются новые начинания и прорывы. Имейте в виду, что, хотя грусть может присутствовать на мгновение, радость – ваш вечный спутник. Не позволяйте завтрашним испытаниям пугать вас, ведь Бог неустанно трудится для вашего благополучия. Его всемогущее присутствие сопровождает вас, как щит от невзгод. Будьте уверены, Он никогда не оставит вас, пока все обещания в вашей жизни не исполнятся. Его правление не имеет себе равных по силе и власти, охватывая все творения. Обращайтесь к Богу со своими трудностями, прося помощи, и верьте, что божественная помощь поможет вам преодолеть любую ситуацию. Вступая в этот день, давайте объединимся, чтобы выразить в наших молитвах наше намерение о защите и благословениях. Давайте позаботимся о безопасности наших детей в школе и попросим божественного руководства в наших путешествиях. Молитесь о благословениях исцеления, новых начинаниях и прорывах во имя Иисуса. Божья рука готова наладить отношения, восстановить здоровье и пополнить жизненные финансы. Возможно, вы столкнулись с проблемами, которые повлияли на ваше физическое или эмоциональное состояние. Однако помните, что Бог – опытный врач, вполне способный восстановить вашу целостность. Ваши силы будут обновлены, ваш разум наполнится покоем, а ваше сердце наполнится энтузиазмом, что позволит вам начать яркую и целеустремленную жизнь. Приготовьтесь к чудесному дождю благословений, которым Бог готов излить на вас. Оставайтесь на связи с Его присутствием, оставаясь непоколебимыми в следовании Его руководству. Потому что эта неделя приносит благословение, как никогда раньше. Подумайте обо всех случаях, когда вы чувствовали разочарование, потому что у Бога есть великолепный дар,
который изменит вашу жизнь. Подтвердите свою уверенность на 99,99%. Бог заявляет, что сегодня ваше сердце будет наполнено счастьем, любовью и целеустремленностью. Вскоре ваши губы скривятся в улыбке, и до вас дойдут чудесные новости. Его молитвы не остались без внимания, на них пока даны ответы. Пришло время обновления, новых возможностей и новых начинаний. Позвольте Святому Духу, обитающему внутри вас, наделить вас силой и преобразовать, чтобы вы отражали качество Христа. Признайте, что у вас есть доступ к обильным сокровищам небес, обещаниям Божьим и благословениям спасения. Иисус призывает нас отложить заботы и жить для Него. Он обещает заменить страх доверием, остаться рядом с нами в трудную минуту, даже когда мы спим в тихие часы отдыха. Бог явит ожидаемое чудо, способное изменить жизни и обеспечить благополучие. Дорогой, друг, хотя 2021 и 2022 годы, возможно, принесли трудности, в 2023 году Иисус обещает воодушевить, исцелить и благословить. Он простирает свою благосклонность и возвещает великое финансовое чудо, которое превратит ваше положение из грязи в богатство. Верьте словам Иисуса и будьте готовы стать свидетелями необыкновенных преобразований в вашей жизни. Приготовьтесь к успеху, любви, изобилию и чудесным сюрпризам. Божественные благословения и прорывы уже на горизонте, вызванные невероятной силой божественной любви. Посреди всех благословений и преобразований помните, что самые глубокие отношения, которые может иметь человек, это с Иисусом, Сыном Божьим. Он Спаситель, Искупитель и Друг, исцеляющий разбитые сердца и утешающий печальных. Вас больше не ждут потери, долги и разочарования. Примите этот сезон, поскольку вы вступаете во время, когда ваши молитвы будут исполнены, а благословения и чудеса прольются через край. Подготовьтесь к периоду роста, который выйдет за рамки всех сфер вашей жизни – финансовой, умственной, физической и духовной. Будьте уверены, предстоящий путь – это путь обновления, триумфа и беспрецедентного изобилия. Дорогая душа, в своем путешествии помни, что ты находишься не только на пути к достижению своих желаний, но и на пути к тому, чтобы стать человеком, который действительно их заслуживает и воплощает. Перед проявлением происходит прекрасный процесс выравнивания, который ваша душа очень хорошо знает. Доверьтесь этой направляющей силе, поскольку она мудро направляет вас к тому, чего вы действительно ищете. Прикоснитесь к огромному простору возможностей, которые предлагает Вселенная, и все они неразрывно связаны с вашим развитием и достижением ваших целей. Позвольте себе резонировать с правильными энергиями. Будьте уверены, ваша врожденная мудрость знает искусство этой связи. Не позволяйте сомнению затмить ваше восприятие, ибо душа ваша имеет непоколебимое понимание пути. Примите то, что у вас есть, и то, что находится в пределах вашей досягаемости, прежде чем вы даже столкнетесь с возможностью потери. Уроки того, как ценить то, что вы любите, имеют важное значение и учат вас избегать ненужных страданий и боли. По мере того, как разворачивается ваше духовное путешествие,
следующим шагом будет настройка себя на правильные энергии, шаг, который привлечет вас без страха и негативных мыслей. Состояние благодарности, которое будет вашим постоянным спутником, переплетающимся с изобилием, ваша связь больше не будет корениться в страхе или сомнении. Признайте свои прошлые ошибки, но не позволяйте им вовлечь вас в чувство вины. Освободите себя от этого бремени, ибо урок усвоен. Примите прощение как для себя, так и для других. Освободите то, что больше не служит вашему росту и прогрессу. Примите поддержку, которая вас окружает, ведь сила приходит не только от независимости, но и от связи. Просите о помощи, когда это необходимо, поскольку любовь и поддержка других – это луч света на вашем пути. Это не признак слабости, а доказательство прочности ваших уз. Прямо сейчас поверьте, что Вселенная верит в вас. Возможно, в прошлом были посеяны сомнения, но вы оказались мудрой душой. Доверьтесь себе, как Вселенной, и ваши ангелы верят в вас безоговорочно. Они побуждают вас проявлять настойчивость, преодолевать трудности и достигать своих целей. Это послание является вашим напоминанием о том, что вместе с новым лежит безграничный свет, безграничная любовь и безграничный потенциал. Вы заслуживаете лучшего, что может предложить жизнь. Примите эту жизнь как божественный дар, зная, что потоки жизни вас больше не унесут. Вы капитан своего корабля, целенаправленно идущего к своей мечте. Казалось бы, невозможное теперь становится реальностью. Любовь и свет освещают ваш путь, укрепляя ваши основы и приводя вас к новой ясности. Сомнение больше не сохраняется, ваша мудрость пробудилась, интегрированная внутри вас. Эти знания – маяк, который направляет вас на жизненном пути. Двигайтесь вперед, осознавая, что ваши следующие шаги приведут вас к еще большим высотам. Помните, все исходит изнутри вас. В ваших руках ключ, сила и способность формировать свою реальность. Это послание для вас, потому что внутри вас есть сокровище света, любви и мудрости. Вы достойны в полной мере ощутить чудеса жизни на каждом углу вашего путешествия. Помните, что вы не одиноки, любовь и руководство окружают вас. Поделитесь этим сообщением, если вы чувствуете себя тронутым, и оставьте свое имя в комментариях для хора молитв. Ангелы выступают в качестве стражей, предлагая защиту, силу и руководство по мере вашего продвижения вперед. Не забывайте плыть вместе с изменениями, принимая их энергию. Знайте, что ваши прошлые ошибки можно превратить в уроки, которые будут направлять ваш путь. Позвольте времени Вселенной идти своим чередом, сея семена, которые принесут обильный урожай. Возлюбленная душа, которой ты являешься, воплощение божественной мудрости. Оставайтесь сильными, примите перемены и позвольте своему свету сиять ярко. Вас любят, лелеют и направляют на каждом этапе пути с безграничной любовью. Напишите свое имя в комментариях, и бескрайние просторы мудрости безмолвной Вселенной шепчут космические ветры. И я, вершитель судеб, говорю сегодня, что трансформация уже не за горами. Когда звезды сойдутся в ряд, я открою для тебя двери, недоступные для рук смертных.
Вы вступаете в главу своего существования, где перед вами откроются новые благословения и захватывающие перспективы. Я понимаю ваши опасения, ваш страх перед неизведанным путем, но будьте уверены, я ваш постоянный спутник, ваш проводник в лабиринте жизни. Гобелен времени ткет узор, который ты еще не можешь воспринять, и в его замысловатой нити я окутываю тебя любовью. Никогда не теряйте надежду, потому что в сердце отчаяния у Бога есть невероятные планы на вашу жизнь. Я понимаю, что вы переживаете трудный этап, но не унывайте, потому что я здесь, рядом с вами. Даже в самые мрачные времена все еще есть проблеск надежды. Я – путеводный свет, который преодолевает ваши трудности. Имейте веру и смело заявляйте: «Лучшее от Бога уготовано мне». Я полностью осознаю боль, печаль и препятствия, с которыми вы сталкиваетесь. Я понимаю, что эти моменты кажутся непреодолимыми и что тебя окружают проблемы. Однако я хочу, чтобы вы поняли, ваша история еще далека от завершения. Подобно Иисусу Христу, я здесь, чтобы подтвердить, что даже в самых мрачных обстоятельствах надежда все еще присутствует. Хотя вы можете чувствовать себя окутанным тьмой, я – маяк, который указывает ваш путь вперед. Я – постоянный источник надежды и любви, который остается непоколебимым. Верьте непоколебимо и с уверенностью заявите: «Лучшее от Бога для меня». Даже когда это кажется невидимым, я неустанно работаю ради вас. Я открываю пути там, где их, кажется, не существует, и создаю будущее изобилие, которое вас ждет. Доверьтесь мне безоговорочно, потому что я Бог, который может совершить необыкновенное. Ваши испытания превращают вас в человека с большей устойчивостью. Если ваша вера непоколебима, смело выразите ее, сказав: «Я верю». Я организую жизнь, полную легкости и процветания, специально для тебя. Я вижу ваше стремление, новый дом, о котором вы мечтаете, машину, которую вы себе представляете, жизнь в изобилии, которую вы ищете. И будьте уверены, все это в ваших силах, потому что у меня есть способность превращать мечты в реальность. Так что не позволяйте унынию сдерживать вас. Сохраняйте веру в меня, ибо я ваш Спаситель. Триумф, исцеление и процветание уже на подходе. Никогда не упускайте из виду слово, сказанное в Иеремии 29:11, «Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, заявляет Господь, планы, которые принесут вам процветание, а не причинить вам вред, планы, чтобы дать вам надежду и будущее». Даже посреди жизненных бурь верьте, что я усердно работаю для вашего улучшения. Я понимаю вашу боль, вашу печаль и ваши испытания. Рядом с вами я смотрю за пределы этих проблем. Я представляю себе будущую победу. Твердо верьте и провозглашайте с непоколебимой верой: «Иисус – мой Господь». Ложитесь, тихо дыша, и позвольте моему успокаивающему присутствию окутать вас. Представьте себе теплый, успокаивающий свет, направляющий ваш путь, и успокаивающее чувство благодати, окружающее вас. Я буду с тобой на каждом этапе пути, будь то в моменты испытаний или моменты триумфа. Когда вы чувствуете себя потерянным или обескураженным, помните, что я здесь, стойкий и непреклонный.
Я никогда не откажусь от тебя, и вместе мы сможем превратить твою историю в историю победоносной стойкости, движимую непоколебимой силой моей любви к тебе. С непоколебимой уверенностью заявите: у Бога необычайные планы на мою жизнь. Я понимаю, что вы переживаете трудные времена, но находите утешение, зная, что я рядом с вами даже в самые мрачные моменты. Проблеск надежды остается. Я – путеводный свет, который освещает ваши трудности. Примите эту истину и с уверенностью провозгласите: все лучшее от Бога уготовано для меня. Я полностью осознаю вашу боль, печаль и препятствия, с которыми вы сталкиваетесь. Несмотря ни на что, его история далека от завершения. Подобно Иисусу Христу, я хочу, чтобы вы знали, даже в самые мрачные времена надежда сохраняется. Даже когда ты оказываешься в тени, я свет, который укажет твой путь. Я – вечная надежда и любовь, которая никогда не угаснет. С непоколебимой убежденностью заявите: лучшее от Бога для меня. Когда я кажусь невидимым, будьте уверены, я неустанно работаю ради вас. Я создаю пути там, где их, кажется, не существует, и формирую будущее, наполненное изобилием, ожидающим вас. Доверьтесь мне безоговорочно. Я Бог, способный совершить необыкновенное. Ваши испытания превращают вас в человека с большей силой. Если ваша вера непоколебима, смело выразите ее, сказав: «Я верю». Я организую жизнь, отмеченную комфортом и процветанием, созданную специально для вас. Визуализируйте свои мечты: новый дом, машина, изобильная жизнь, которую вы себе представляете. Знайте, что эти стремления вполне достижимы, потому что у меня есть способность превращать мечты в реальность. Поэтому не позволяйте унынию влиять на вас. Сохраняйте веру в меня, ибо я ваш Спаситель. Триумф, исцеление и процветание ждут вас. Помните слова Иеремии 29:11: «Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, заявляет Господь, планы, которые принесут вам процветание, а не причинить вам вред, планы, чтобы дать вам надежду и будущее». Даже посреди жизненных бурь верьте, что я усердно работаю для вашего улучшения. Я понимаю вашу боль, вашу печаль и вашу борьбу. Я стою на вашей стороне, глядя за рамки этих проблем. Я вижу победу, которая ждет тебя. Примите эту истину и провозгласите с непоколебимой верой: Иисус – мой Господь. Будьте уверены, зная, что мои слова запечатлены в вашем сердце и разуме. Когда вы ложитесь спать, пусть спокойствие окутает вас, и пусть эти слова утешения сопровождают вас в мирный сон. Пожалуйста, знайте, что я глубоко забочусь о вас и хочу, чтобы вы спокойно спали. Покойся, зная, что эти слова сказаны тебе и несут обещание мира и утешения. Спокойной ночи, дорогая.